32 человека сейчас лежат в инфекционной больнице в отделении вирусного гепатита. У гепатита А сейчас самый сезон. В основном госпитализируют детей. Руки не моют, говорят врачи. Едят грязные овощи и фрукты. Каждый день поступление 4-5, среди них 4 детей, одного взрослого может быть. Поступает гепатит Б, С, Д и взрослое население, взрослые больные. Так, в основном дети с гепатитом А. В этот период дети как раз в каникулах, и в лагере отдыхают, и общение с детьми, да, вокруг, вот, часто сказать бы. И у них заражение обычно гепатита, так как контактно-бытовой путью передачи. Динара уже 4-й день лежит в больнице. Девушка попросила не показывать ее лицо. Говорит, сильно болел живот, была высокая температура. Положили в инфекционку. Оказалось, гепатит А. Я даже не знаю, как я заразилась. Мне кажется, все-таки это транспорт. Где-то не помыли руки, что-то съели. Мне кажется, причина, в этом, тем более у меня гепатит А, это как бы более легкая форма. Это же не Б, что через кровь. С кем я лежу, девочки, они вот были у стоматолога и там, по-моему, получили, потому что у них через кровь гепатит Б. 2500 кыргызстанцев заражается гепатитом ежегодно. 90% – это кишечная форма. Гепатит Б, С и Д можно подхватить при переливании крови в кресле у стоматолога, при косметических процедурах, например, делая пилинг, маникюр или педикюр. От 15 до 20 человек в месяц поступает в инфекционку с такими диагнозами. С осложнениями лежат до 3 месяцев. Многие граждане не знают, что являются носителями вирусного гепатита С. Не зря его прозвали ласковым убийцей. Гепатит С часто обнаруживают уже после того, как он перейдет в хроническую форму, в цирроз или рак печени. Мы 80 больных гепатитом С, хроническим гепатитом С, решили пролечить бесплатно. Ну, это вот мы в Министерстве здравоохранения создадим комиссию, кого нужно будет лечить, кто может входить. Но наша задача, чтобы пролечить не только наших бишкекчан, но самое главное из областей и регионов, где действительно такая высокая заболеваемость. Лечение гепатита – дело дорогостоящее. Порой за курс нужно отдать до 15 тысяч долларов. На территории Кыргызстана зарегистрировано 7 видов противогепатитных лекарственных медикаментов. Недавно зарегистрировали индийские и пакистанские генерики. Эти препараты чуть дешевле и высокоэффективны. Правда, многим гражданам они все равно не по карману. В старом законе, который принято было о лекарственных средствах, цены регулирования не было предусмотрено. Как вы знаете, мы сейчас уже на подпись президента новый закон о лекарственных средствах, поэтому цены регулирования уже поручено правительству нашей республики. Поэтому сейчас сказать, что где какая цена, очень трудно. Еще раз хочу сказать, что все аптеки это частные и компании тоже. У нас государственных аптек нет. Врачи напоминают, что необходимо проходить обследование на гепатит раз в год. Все-таки гепатит легче вылечить, когда он еще не перешел в хроническую форму. И главное, перед едой не забывать обязательно мыть руки. Анастасия Соболева, Эрмек Азизов, НТС.